Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Ирина Ефимова. Сегодня у нас в центре внимания горячая тема. Представляете, вы копите на квартиру, а тут новость, цена выросла на несколько сотен тысяч рублей из-за нового сбора. Не из-за спроса, который рождает предложение, не из-за материалов, а из-за нового налога. Так может случиться, если примут инфраструктурный сбор. Такую инициативу сейчас обсуждают в окружной администрации Якутска. Согласно ей, деньги пойдут на детские сады, дороги, поликлиники, потому что в новых районах столицы республики нет ни садика, ни поликлиники, а сбор – это гарантия, что город будет развиваться комплексно. В то же время застройщики выступают против, так как это взвинтит, по их мнению, цены на жилье. Что мы можем взять из чужого опыта, где ошибки, где успехи? Давайте разберемся с гостями студии прямо сейчас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый. Ну что ж, такая идея появилась, потому что без дофинансирования инфраструктура отстает, правильно? Не могли бы вы привести цифры по дефициту? Да, я немножко расскажу об основных причинах, почему эта инициатива возникла. На сегодняшний день город Якутск очень динамично растет. Прирост населения каждый год. Нас уже официально почти 400 тысяч и неофициально, наверное, еще больше. Город Якутск самый динамично растущий город на Дальнем Востоке. А если говорить о социальной инфраструктуре, то, несмотря на то, что за последние годы очень активно увеличивается количество мест в школах, да, в образовательных учреждениях, за последние 5 лет оно выросло более чем на 4,5 тысячи мест, тем не менее, все равно на сегодня в городе Якутске при нормативной численности около 29 тысяч ученических мест ежегодно в школы идет более 57 тысяч школьников. Ну, потому что население у нас молодое, соответственно... 35 лет. 35 лет средний возраст нашего соответственно, горожанина. дети, которым нужно садить в школы. Плюс миграция. В город Якутск ежегодно приезжают молодые семьи из районов, и каждый год примерно на 1000–1500 мест количество учеников увеличивается. И исходя из этого, мы все понимаем, что школы у нас перегружены. Где-то в 2 раза, где-то до 4 раз, да, если мы будем вспоминать, допустим, Губинский округ, гимназию Центра глобального образования, вот там перегрузка почти в 4 раза. Там дочка моя учится. Ну, тогда вам ли не знать. И исходя из наших планов, долгосрочных планов по развитию города Якутска, мы понимаем, что даже несмотря на те объекты образования, которые будут по мастер-плану у нас построены, а их еще до 30-го года, еще 11 школ и 14 детских садов, все равно кардинально ситуация не изменится. Исходя из этого, была изучена практика, были изучены и проанализированы акты прокурорского реагирования. А почему вот просто нельзя выделить деньги из бюджета? В 2024 году у вас профицит составил больше миллиарда рублей. Совершенно не подтверждаю эту информацию. Бюджет города Якутска, он дефицитный. Каждый год мы вынуждены, в том числе, привлекать и коммерческие кредиты. Профицита в городе Якутске по бюджету нет. Что касается бюджетных средств, как я уже сказал, средства федерального бюджета и республиканского бюджета регулярно поступают на развитие социальной инфраструктуры. Все равно, к сожалению, этих средств недостаточно. Поэтому, проанализировав практику, приняв во внимание акты прокурорского реагирования, которые на сегодняшний день запрещают нам, да, скажем так, усугублять эту ситуацию, мы пришли к мнению, что такой инструмент, как инфраструктурный сбор, он может помочь в этой ситуации. По такому пути пошли далеко не мы одни. На сегодняшний день в многих субъектах и в многих крупных городах данная практика применяется. Мораторий в той или иной степени на выдачу разрешений на строительство уже более чем в 40 городах России. А какие это города? Это, наверное, например, Москва, Петербург? Действующие механизмы есть в Москве, в Петербурге, в Омске, в Перми. Запреты есть в Казани, запреты есть в Красноярске, в Новосибирске на точечную застройку. Поэтому это, к сожалению, вот такая тенденция уже, скажем так, федерального уровня, да, то есть по федеральной повестке. Поэтому мы вот здесь тоже столкнулись с этой проблемой и пытаемся ее решить. Но города, которые вы привели в пример, они все размерами больше Якутска. Тут же ситуация не только в размере города, населения, а в жизни, темпах жизни этого города. У нас активно развивается строительство, мы каждый год практически бьем рекорды по вводу жилья. В прошлом году впервые более 400 тысяч квадратных метров было введено в городе Якутске. Но это и многоквартирные дома, и ИЖС. И мы быстро растем, поэтому эта проблема, она у нас, да, в Дальнем Востоке скажем мы так, лидируем. выходит на первый план.
Мгм. Ну, давайте послушаем другую сторону тоже. Я ведь правильно понимаю, что этот новый сбор это плюс 10% к стоимости квадрата или как? 3000. На сегодняшний день предлагается установить инфраструктурный сбор в размере 3097 рублей с квадратного метра вводимой площади. Если говорить о соотношении, то это порядка 2% стоимости квадратного метра. Ну, то есть не 10, а все-таки 2%. Но если мы говорим, что средняя стоимость квадратного метра в городе колеблется, ну, в зависимости от класса жилья, там, от 165 примерно тысяч рублей, то вот где-то так. Мгм. Но есть мнение, что застройщики и так зарабатывают сверхприбыли, что рентабельность по отрасли в Якутии 18%. Почему бы тогда не поделиться? Здравствуйте. Ну, могу сказать, что с этой проблемой застройщики города Якутска столкнулись с февраля 2025 года. То есть застройщики приобретали земельные участки, осуществляли проектирование, и в процессе получения уже разрешения на строительство столкнулись с такой проблемой. Как было озвучено, прокуратура республики, прокуратура города Якутска, мы знаем, что Генеральная прокуратура Российской Федерации выставила предостережение городу Якутску о том, что по данному вопросу идет недоработка какая-то, что нужно внести какие-то предложения для решения данного вопроса, в связи с чем с февраля месяца уже около 6-7 застройщиков получили отказ в выдаче разрешения на строительство. Очень отрадно, что город идет на контакт в этом. Это обсуждение уже происходит полгода. Если первоначально стоимость квадратного метра была нам озвучена 12 тысяч квадратного метра, то, как было сейчас сказано, она впоследствии... Сторговались. Мы с банками доказали, что сейчас мы осуществляем строительство за счет проектного финансирования. То есть мы кредиты берем в банке. Мы, как раньше, 5 лет назад, за счет денег дольщиков мы не строим. Мы берем кредит, и если уж на то пошло, как мне кажется, нужно... правительству Российской Федерации. Это связано с этими со escrow-счетами, которые, с escrow-счетами, которые обратите внимание, оберегают что, по сути-то, застройщики, они баснословную, как вы говорите, прибыль получают, возможно, да, если смотреть. Но многие застройщики готовы пойти на контакт, да, и уменьшать свою прибыль. Но в связи с тем, что мы вплотную зависим от банков, мы не можем ее поставить меньше. То есть они нам прям условия ставят, что у вас прибыль, например, должна варьироваться от 20 до 25%. Мы готовы это сделать, но нам на федеральном уровне банки, так как у них есть свои критерии, этого не есть дают. Определенная методология, Да. которая, скажем так, регулирует стоимость 1 квадратного метра в зависимости от коэффициента долговой устойчивости. Но он разным образом может быть скорректирован, в том числе от количества первоначально вложенных собственных средств, от наличия земельных участков и так далее. Поэтому это все, на наш взгляд, сугубо такие рабочие вопросы, с которыми можно работать. И, по нашему мнению, все-таки это один из механизмов, который бы позволил развивать строительство. Ну, надо пояснить, наверное, для зрителей, что escrow счета – это те безопасные счета, на которые поступают деньги дольщика, когда он покупает квартиру в новостройке, да, и они там лежат до момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Да, до момента того, как дом будет застроен. Это мера введена по России как мера безопасности против недобросовестных застройщиков. То есть, с одной стороны, да, мы решили проблему с обманутыми дольщиками, но с другой стороны, это все легло за счет банковского кредита в стоимость квадратного метра. И поэтому после того, как мы с банками, с окружной администрацией обсуждали этот вопрос, показывали свои финмодели, банки озвучили о том, что 3000 квадратного метра – это еще приемлемая цена. По этой цене город, застройщик может быть уверен в том, что он реализует по ипотечным кредитам, по всем госпрограммам дольщикам, которые приобретают данные квартиры. Конечно, когда с чем-то сталкиваешься с новым, это пугает, но мы видим, что город идет на контакт, идет обсуждение, и мы считаем, что наверняка в ближайшее время этот вопрос у нас уже решится. Но так или иначе, все равно это ляжет на плечи покупателей. Ну, то есть, не обязательно. Нет, с одной стороны, вроде бы и логично, потому что ты покупаешь квартиру в новом районе, и ты понимаешь, что в этом районе обязательно будет садик, школа и так далее, да? Я вот здесь не соглашусь с Антоном Анатольевичем, что не обязательно. Это по-любому ляжет на плечи покупателя, потому что правильно у нас сказала Гульнара о том, что банк
Он все просчитывает. И любое повышение цены на квадрат, оно будет лежать в проектном финансировании. То есть застройщик вынужден будет поднять на эту сумму стоимость на квадратный метр. О том, что говорить там рентабельность, сейчас сверхприбыль А у почему застройщик застройщиков. вынужден будет? Я вот не поняла. Потому Банк что кредитный, проектное да. финансирование банк диктует, сколько будет стоить квадрат. Он будет стоить Минимальную не стоимость. меньше стольки-то. Банк просчитывает рентабельность на сегодняшний день застройщика. А я вам хочу еще сказать о том, что застройщик помимо этого платит 25% налога на прибыль. Это 8% идет в федеральный бюджет, 17% идет в региональный бюджет. Помимо этого застройщик платит НДС, который с 1 января будет 22%. И который остается в республике. 22% тоже идут в федеральный А бюджет. федеральный бюджет. Но застройщик-то налоги платит. С чего у нас формируется бюджет? С налогов. То есть, соответственно, обязанность обеспечивать детей местами в школах лежит абсолютно только на государстве. Государство придумало механизм, как это реализовывать. Это называется налог. Налоги все платят. Ну давайте теперь будем платить налог за парковки, да? У нас парковок тоже в городе не хватает. Что, Ну, я давайте теперь платные Платные парковки будете сделаем. платить? купил машину, теперь я должен сбор какой-то заплатить, что ли? Нет, причем платные парковки есть во многих всем мире. Нет, во у нас многих их сейчас населенных нет. Но пунктах. я вам привожу Нет, ну то пример. есть тут никто не возмущается. Хочешь, паркуйся, где тебе удобно в центре на платные, хочешь, Нет, я говорю ищи, о том, что езди у нас кругами, ищи инфраструктуры парковку не бесплатно. хватает, да? Вот в данном случае мы говорим про социальную инфраструктуру. Парковок тоже не хватает. То есть, соответственно, что теперь? Мэрия не будет брать на себя обязательство строить парковки и будет сборы с нас, что ли, собирать? И на эти деньги будет строить. Это все лежит в налогах. Налог на транспорт. То есть Поэтому- вы считаете, что все уже в налогах, Да все уже все есть? уже уплачено. Никакой сверхприбыли Вы не... считаете, что бюджетной обеспеченности достаточно для того, чтобы в полной мере обеспечить социальную инфраструктуру? Ну, это вопрос уже к вам. Хватает ли у вас? Вы же с бюджетом работаете. Как раз из-за я- того, что я не переживаю хватает, только мы за то, что и вырастет предлагаем стоимость. альтернативный механизм. Я переживаю только за то, что вырастает стоимость квадрата, которая ложится нагрузкой на плечи обычных граждан, тех молодых семей, которые будут приобретать по дальневосточной ипотеке и уже, скорее всего, не те 35 квадратов, а уже меньше даже. Квартиры Александр Ильич, будут вы знаете, вот такие сколько, маленькие. по году происходит колебание стоимости 1 квадратного метра? Нет, просветите. Плюс-минус 15 тысяч в год. А стоимость Ну, скорее инфраструктуры... плюс, чем минус, наверное. Нет, по году меняется цена. На самом деле от количества предложения на рынке, от имеющихся лимитов по дальневосточной ипотеке и так далее. То есть колебания по году происходят. Более 10 тысяч в год. А мы говорим, ну, с квадратного метра, а мы говорим о том, что 3000 с 1 квадратного метра здесь нам обрушит всю экономику. Я Ну, здесь это категорически не вклинится согласен. в бизнес, это вклинится в рынок. Если... Нет, подождите, 3000 с 1 квадратного метра. Если вот молодая семья по дальневосточной ипотеке берет там однушку, За 5 Т- миллионов. 35 квадратов за 5 миллионов, да, то есть, соответственно, цена у них насколько вырастет? На 5 120, миллионов, ну, смотря сколько 115 квадратных метров. тысяч. Ну, 40, вот 5 миллионов разделите на 40, получите стоимость квадратного метра. И прибавьте 3 тысячи. Примерно Ну там такая 3000 это тоже не получится. Туда и налоговая база заходит, туда и кредит опять же того же банка заходит. По итогу просчитывали же, там около 4 с чем-то тысяч выйдет. Правильно же, Антон? Так, давайте мы прервемся на рекламу, посчитаем и вернемся к вам. Не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы продолжаем обсуждать инфраструктурный сбор. Прежде чем как уйти на рекламу, вот, обещали вам посчитать, насколько вырастет стоимость квартиры в 35 квадратных метров. 34 квадратных 34 метра. квадратных метра. Это как раз квартиру, которую можно, если берем среднюю рыночную стоимость 175, не которую нам Минстрой предлагает, таких уже цен почти нет ни у кого. 175 тысяч за квадрат, это на 6 миллионов дальневосточной ипотеки, это 34,5 почти что квадратных метров. Умножаем на 3097 рублей, которые предлагает мэрия, значит, инфраструктурный сбор, на 106 тысяч рублей люди переплатят
соответственно, при приобретении данного Ну, жилья. кстати, учитывая то, что эти люди, скорее всего, берут жилье по ипотеке, то переплатят они не 106 тысяч, Еще больше. а еще больше, Еще Совершенно сколько верно. лет они будут ипотеки отдавать процент. проценты. Вот поэтому пока мы были на рекламе, к нам присоединился еще один спикер, это Владимир Ю, заместитель комиссии по градостроительству и архитектуре городской думы города Якутска. Владимир, у вас мнение есть по этому вопросу, давайте сразу тогда Да, с да, вас сразу. начнем. Ага. Добрый день, или вечер, ли, уважаемые телезрители и все присутствующие. Ну, позиция Якутской городской думы тут у нас разделилась, если объективно говорить, да, есть и за, и против. Я отношусь к категории, которая против введения инфраструктурного сбора, в связи с тем, что он достаточно сырой и очень много вопросов, на которых мы не получили ответа как депутаты. Согласно закону о местном управлении, депутаты могут стать любые люди, не юристы, да? Ну, то есть на эмоциональном порыве можно, конечно, ратовать за введение инфраструктурного сбора, но однако тут есть ряд, очень много вопросов и юридических, и экономических. Начнем с юридических. Есть статья 51, по-моему, Градостроительного кодекса Российской Федерации, в котором есть закрытый строгий перечень документов, на которые нужно подавать, чтобы получить разрешение на строительство. И в этом перечне, закрытом, еще раз повторяюсь, нету никакого порядка соглашения уплаты или какой-то там соглашения об уплате. Нет такого документа. Я не знаю, каким образом наш нормативно-правовой акт, который, может быть, потом будет принят, а может нет, будет включен в данную статью. Раз. Также, может быть, уже проговаривали этот момент, муниципалитет не может устанавливать произвольно какие-то сборы и налоги. Они тоже конкретно перечислены в федеральном законодательстве. То есть, Нет, подождите, а нам тут вот до этого говорили, что такой опыт есть и в других городах тоже. Там Совершенно же верно. В формате либо соглашения, либо в формате внесения определенного пункта в нормативно-правовой акт правила землепользования и застройки есть ссылки на обязательные исполнение требований местных нормативов градостроительного проектирования, о чем в том числе говорится и в градостроительном кодексе. Плюс судебная практика на сегодняшний день, которая уже сложилась, показывает, что введение подобных механизмов ни в коем случае не противоречит действующему законодательству. ну, если парировать на это, то будем говорить, например, все время окружная администрация ссылается на опыт Перми. Перми, Москвы, Петербурга, Да, Омск. Омска. Да, тут есть два момента. Это очень большие города, можно сразу говорить миллионники. И в тот же Перми, например, данное соглашение действует на отклонение, только на отклонение от предельных параметров строительства. То есть не сразу они уплачивают инфраструктуру, так называемый, ну, у них может по-другому называется, сбор. А при строительстве, когда допускается отклонение, только в таком случае. То есть это еще как-то можно было бы понять, потому что при строительстве условно девятиэтажного, когда получают разрешение на девятиэтажный дом, они говорят, ну мы еще хотим 3. Если это как бы допускается, то, конечно, они получают какой-то, ну, можем говорить, сверхдоход, да? И, ну, или как-то, вот так будем говорить, с них они уплачивают данный сбор. Ну, это как-то... К нашим условиям это не очень применимо, я думаю, потому что у нас, в принципе, выше 16 этажей нельзя строить, да, выше 17. В границах КРТ можно, но здесь немножко о другом, наверное, речь идет, да, о том, что подобный механизм, по мнению Владимира Шиникевича, возможен, когда искусственно увеличивается плотность застройки, да, и за счет этого там, застройщику дополнительно накладывается на него какая-то мера, да, по уплате инфраструктурного сбора. Я не могу сказать, какая ситуация с обеспеченностью садами и школами конкретно в Перми, да, ну, знаю, что она выше норматива, но в нашем случае не то, что увеличение плотности застройки, даже оставаться в текущих нормативах уже невозможно, потому что мы более чем в 2 раза имеем превышение. Поэтому здесь, мне кажется, тут я тоже считаю, что это справедливо смотреть на Якутск не как на город, который по населению меньше, чем Пермь или тот же Омск, а как город, где очень много молодых семей, очень много, соответственно, детей, которым нужны школы, садики.
и прочее. Но мы как-то в другую часть ушли, в социальную, да, можно говорить. Мы же сейчас говорили о правовых моментах. Например, депутатам непонятно, как это будет средства направляться, на какой счет. На казначейский или на какой банк, и как этот банк будет определяться, как эти деньги будут расходоваться лично главой города Якутска или все-таки под контролем депутатов. Ну, то есть этот механизм полностью нам не представлен. То есть мы не понимаем, как эти деньги, где будут аккумулироваться, как расход и как контролироваться. То есть законопроект, по-вашему, просто еще сырой, недостаточно продуманный? Да, не продуман, да. Очень странно, что у депутата нет понимания, как формируется бюджет. Ну, я поясню. Значит, средства, которые будут направляться в качестве неналоговых доходов, будут отражаться в доходной части бюджета и через муниципальную программу развития социальной инфраструктуры, через бюджет, который утверждают депутаты, направляться сугубо целевым образом в рамках муниципальной программы. Расходование будет осуществляться сугубо подконтрольно, в том числе перед Якутской городской думой. Мы каждый год поквартально и в конце года отчитываемся за исполнение муниципальных программ. Абсолютно точно такая же история. Ну, эту информацию я слышу только впервые на момент этой передачи. Ну, видите, как полезно к нам приходить. Когда к нам поступали документы в комиссии, вот этого порядка у нас не было, к сожалению. А что думает у нас общественная палата и вы как застройщик? На самом деле, понимаете, сейчас вот администрация нашего города, она выступает в роли пожарных. То есть они понимают, что точка кипения уже, так сказать, в городе наступила, и мы пришли к той ситуации, к которой пришли. Да, действительно, если в 2014 году проектировщики, в общем-то, долго работали, и они город разделили на определенные квартала, и внутри каждого квартала должна быть, вот на этом месте мы посадим школу, здесь посадим сад. Потом начали работать, город начал развиваться, и вдруг неожиданно поступает, что эти дома надо снести, а людей куда-то расселить. Где есть место, чтобы быстро построить жилье и переселить этих людей? А давайте вот здесь. И получилось так, что там, где должна была сегодня быть школа, там сегодня стоят дома как раз вот для того, чтобы, опять же, там освободить территорию и так далее. То есть начинается у нас вот эта передвижка населения из одного квартала в другой. Вообще, в принципе, у нас в городе, вот сейчас мы опять любим говорить слово мастер-план, я вам могу показать генплан начала 80-х годов, который висит над Ратной башней Якутского острога. Там нет старого города, например. Там вместо 202-го микрорайона, то есть вместо Зеленого луга, от Дамбы до Покровского тракта 25 микрорайонов было бы построено. Но их нету. Ну, если бы Союз не... Да, не, ну там много чего. Да даже, ладно, далеко ходить не. 203-й микрорайон, когда проектировали. Высотные здания, то есть высота зданий какая должна быть? 9 этажей. Там сколько сегодня? 12, 14, 16. 16. Мы увеличили на 40% населения, потом, ой, школ не хватает. И со всего города опять туда поехали люди, потому что все силовые структуры имеют право своих детей отправлять туда, где им интересно, а не там, где они живут. И у нас получилось, что на 203-м 60 или там 50% точно приезжает из города, а не тех, кто там живет. А там живет больше, чем запланировано было при начале строительства. И понимаете, вот сегодня ситуация такая, что да, школы нужны, они учатся там уже в 2 смены, хотя ну, было это давно, мы учились и в 2, и в 3 смены, да, и ничего, никто не умирал. Просто Нет, может быть... Сейчас мы как бы идем к тому, но вся страна, по крайней мере, идет к тому, чтобы... Учиться в одну смену, но это неэффективное использование, опять же, площадей. В первую смену должны учиться первые и выпускные классы. Он там некоторые. Почему нельзя учиться во вторую смену? У нас так много вот... И в это здание нельзя войти, в нем ничего нельзя размещать, никакие общественные и так далее. Ну, бог с ним. Да, только вот... Поэтому... И то, что сегодня предлагает город, да, опять же, слушая застройщиков, мы с разных сторон, естественно, хотели вот именно понять суть проблемы, и важно знать и мнение администрации, и мнение застройщиков и депутатов. Сегодня все в один голос застройщики говорят, у нас нет продолжения, нет одной линии, так сказать, руководителей. Что начальник отдела, что начальник департамента. Он пришел на 2, на 3 года, в мою работу все хорошо, подписал, ушел. Что и мы начинаем вот разбирать эти долгострои, которые на Лермонтова стоят, кто ему давал разрешение, почему он там построил и так далее, и так далее. И вот сегодня все говорят, что надо, чтобы вот сегодня Григорий со своей командой начал эту работу.
Вот надо дать шанс ему закончить эту работу. Ну, как минимум, да? То есть дать время. И потом, как у нас сегодня работают все энергоподающие, так сказать, предприятия. То есть газовикам дали инвестицию, они пошли в Житай. Водоканалу дали деньги, они пошли на Вилюйск. Энергетики пошли на ту сторону. А куда развивается город? Надо, чтобы все эти инженерии шли в одно направление, и вокруг этого строилось. Пока нет электричества, газа и воды, там нет смысла строить в чистом поле. Четкий план развития города. Он в какую-то Четкий, сторону должен да, развиваться. Ну, у нас же есть мастер-план. У нас есть генеральный план, Генеральный у нас есть план, мастер-план. мастер-план. Сейчас Ну, меняется мастер-план у нас законодательство в части включает в себя документов установку теплой установку и строительство моста. Это все мастер-план. А ну, вы же видите, лебедь, рак и щука. И крайне кто? Строители. Хотите строить на Билибина сегодня? 400 метров теплотрассы протяните и стройте. Но если я правильно поняла, то к комплексному развитию территории не относится этот сбор. Абсолютно нет. Законодательство по КРТ имеет четкие требования и рамки, и там и так, я уже повторюсь, значит, предусмотрены обязательства по созданию социальной инфраструктуры. И То есть застройщик берет, когда в себе квартал, он как только он становится он оператором там КРТ либо по собственной инициативе, либо по инициативе органа местного самоуправления, у него в рамках договора появляются он должен обязательства. построить там. Совершенно верно. Ну, как Прометей. Вот он взял, этот частник, он строил, и школу большую построил, сады у него есть, и парковка девятиэтажная, и все. То есть человек хозяин. Это его земля, и вот я хочу так, чтобы здесь люди... И там жесткие правила игры. Там никто не ставит железные гаражи, которые, опять же, растут, как опухоль. Давайте продолжим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия в деталях». Мы обсуждаем инфраструктурный сбор. И вот у меня такой вопрос. А почему бы вот этот размер сбора не привязать к классу жилья, то есть к метражу? То есть, например, 0,5% пускай будет для маленьких студий, и для премиум жилья пусть будет 2%. Я прокомментирую, да, у нас на самом деле не стоит задача там больше денег собрать или возложить на застройщика какую-то непомерную там нагрузку. У нас все очень просто в методологии расчета. Мы исходим от количества людей и квадратных метров. Что премиальная застройка, что эконом-застройка класса. Нет, вы да, но я вот, поскольку мы говорили о стоимости все-таки жилья для конечного потребителя, для покупателя квартиры, поэтому... Ну, давайте понимать, что у нас основной потребитель – это тот человек, который берет дальневосточную ипотеку. Дальневосточная ипотека, мы поняли, да, сколько квадрат у нас за 6 миллионов выходит, за 9 миллионов у нас там буквально на 10 квадрат больше выйдет. Без отделки. Двухкомнатная квартира без отделки. Город Якутск, он превратился в малосемейку на самом деле. Потому что это основной на сегодняшний день покупатель недвижимости, ну, жилой. И, соответственно, большие квартиры сейчас застройщики-то они не строят. Если так посмотреть, вот все эти дома, которые сейчас возводятся в городе, они все малосемейки. Маленькие квартиры, студии и прочее. Поэтому здесь градировать неправильно. Проблема существует перегруженности, и никто ее не отрицает. Но подходить к этим пути решения, значит, этой проблемы нужно искать различные. Вот у меня есть два вопроса, за которые я переживаю, даже если этот сбор будет принят. Да? Вот, Антон Анатольевич, я так понимаю, когда потребность через 5-10 лет уйдет в количестве значит, школ и мест в школах, вы его отменяете, этот сбор? Это абсолютно живая норма, нормативно-правовой акт. Соответственно, если у нас по элементу планировочной структуры там, снизится потребность, я не скажу до нуля, да, там, до определенного значения, можно его отменить точно так же, как Или его вы начнете больницы также строить? Больницы мы точно строить не начнем за счет средств этого инфраструктурного сбора по одной простой причине, это не наши полномочия. Нет, но он же распространяется на социальную инфраструктуру. Сейчас мы говорим только об объектах Нет, общего образования. Тут тоже давайте эти полномочия, не эти полномочия. Давайте у нас там будут садики, школы, не будет ни одной больницы. И будет у нас, как вот сейчас в 3-й поликлинике, и все сайсары, и весь и пригородный, и
ДСК. Но- Как, Норма как права, только она же победим проблему с школами, можно будет взяться и за... Норма права – вещь упрямая. И вот проблема есть в том, что в нормативно-правовом акте не будет сидеть 3000 рублей 97, 3097. Он будет, во-первых, индексироваться, во-вторых, этот платеж как ученическое место, да, прописан будет? От Стоимость от ученического места. Вот сегодня оно 12 тысяч, да, как мы там всеми вот этими прениями выяснили. А завтра оно 20 будет тысяч, например, да? То есть здесь, и опять же, это сегодня мэрия говорит, что мы у вас будем брать только 1/3. А где гарантия, что мэрия передумает и не скажет, а давайте-ка мы все 12 тысяч у вас будем брать? Ведь в нормативно-правовом акте будет возможность. У мэрии появляется механизм и возможность. Ну, я знаю, что ОНФ мониторит жалобы, в том числе горожан, да, что сейчас жителям важнее, дешевое жилье или новые сады, дороги, На самом деле школы? все в совокупности. Правильно сказал Андрей Анатольевич, довели маленечко город до пожара. У нас не хватает ни этого, ни того, ни парковок, ни поликлиник. И действительно, и избавиться от точечной застройки невозможно, да, так называемой. И где-то в каких-то моментах КРТ подменяет точечную застройку, потому что выделяется участок там в гектар, да, и в разных точках расселяются при этом многоквартирные ветхие дома. И здесь проблема в том, что все-таки вот я придерживаюсь мнения Андрея Анатольевича, что нужно брать всем, садиться вместе с ресурсниками, вместе с республиканскими властями, городскими властями и определять, давайте город строим вот в ту сторону и делаем КРТ и прочее. А если- Но точечная застройка, она останется. Как мы будем расселять ветхие аварийные дома? Как мы будем, значит, Ну, в убирать вот новые этот кварталы- ИЖС, который в центре города у нас находится? Он Так, тот же. механизм инфраструктурного сбора как раз-таки и дает жизнь новую жизнь этой точечной застройки. Для понимания, в рамках имеющихся сейчас актов реагирования и ограничений, если мы не придумаем механизм, как обеспечивать социальную инфраструктуру, точечной застройки не будет в принципе. Но была же Прокуратура альтернатива запрещает. обязать застройщиков передавать городу там 5% площадей под соцнайм. Ну как вот в свое время решили, каким-то образом все-таки решили проблему с детскими садами, когда начали под них отдавать первые этажи. Ну, Вот на самом почему деле это не У выгоднее нас прошло? два будет. вида соглашения. Одно в денежном эквиваленте, а второе соглашение, Антон Анатольевич, поподробнее. Застройщик вправе самостоятельно возвести объект социальной инфраструктуры и безвозмездно его передать. А передача каких-либо там жилых помещений под соцнайм абсолютно никак не решает проблему переполненности школ и детских садов. Это не наша цель, не сама цель как-то обременить застройщика. Наша основная задача обеспечить ученические места. Ну, Их еще можно один либо застройщик у нас построить, молчит все время. либо заплатить за Игорь это. Иванович, ваше мнение хочется Не, услышать ну, все-таки. смотрите, мы как бы не против, да, оплачивать этот взнос. То есть, ну, это просто вырастет стоимость жилья, да, как вот, ну, все говорили, что для застройщиков. И суть в том, что пока они этот сбор будут собирать, ну, где они планируют, хотя бы, чтобы они озвучивали, где хотя бы они планируют, на каком земельном участке они хотят строить школы, детские садики. А это просто, ну, как сбор соберут, а потом будут решать, где строить. Они сначала должны озвучить это, где они планируют, вот где идут хорошие застройки. И тогда, ну, как бы мы не против платить эти деньги, да, если это необходимо для города. И кто будет следить за тем, что если этот садик, эту школу строит не застройщик, да, а строит город, в какие сроки там оно появилось и так далее, там какие-то Да, вот KPI, еще- как это будет вообще? Вот еще вопрос, да, они соберут, допустим, денежные средства, а как они будут определять, ну, кто будет строить эту школу? То есть будут конкурс проводить? Я объясню. Значит, конечно, у нас есть понимание, с каких территорий начинать возводить новые объекты. В первую очередь это, конечно, Губинский округ. Вот на сегодняшний день у нас уже в экспертизе находится проектная документация по пристрою к зданию ЦГО. Это вот, допустим, первый объект, на который бы мы целевым образом направили средства. Что касается того, кто будет выступать заказчиком, конечно, это будет муниципальный заказчик в лице, допустим, нашего МКУ «Главстрой».
прохождение государственной экспертизы по 44-му федеральному закону торги и дальше строительство, как мы это делаем постоянно. Что касается приоритизации, все зависит от коэффициента переполнения. Вот где школа больше нужна, там мы и будем ее строить. Понятно, что в моменте школы по всему городу не появятся. Плюс по положению об инфраструктурном сборе средства поступают не единомоментно, а в течение всего действия срока разрешения на строительство. Соответственно, как только накопили, саккумулировали достаточное количество средств для реализации объекта, его построили. Дальше начали аккумулирование средств для следующего и так далее. Если бы мы говорили, что мы будем с квадратного метра собирать по 12,5 тысяч рублей, тогда бы, конечно, школы начали расти как грибы. Ну, тогда бы жилье никто не покупал. Тогда бы жилье никто не покупал, поэтому это компромиссное решение. Ну, в таком случае, какой вот KPI будет для оценки эффективности этого сбора, ну, через год, допустим, после его введения? Построено, Ну, смотрите, я еще раз говорю, если в год выдается разрешение на 200 тысяч квадратных метров, это 600 миллионов рублей в год можно собрать, если все застройщики за год его заплатят. Но, как правило, действие РНС длится около 2 лет, соответственно, это будет растянуто на 2 года. Соответственно, за 2 года можно собрать средства на строительство одной школы. Плюс разработать ПСД, снять обременение. Не, можно тут уточнение по 200 тысяч квадратов? Вы же включили туда строительство ИЖС еще квадратные метры. Нет. А сколько Это тогда только, получается? это только МКД. А ИЖС сколько квадратных метров? Еще порядка 220 тысяч квадратных метров. Значит, 400 тысяч в год В будет. прошлом году 402 тысячи квадратных метров ввели. ИЖС тоже будут платить этот, Нет. этот сбор? Ну вот. А почему нет? Они Вот. тоже нужны садики. А школы. ИЖС? Разрешение на строительство не надо. Не, почему? Надо, Уведомление надо. о начале Это будет строительства. Надо. миллиард 200. Не, ИЖС тоже, кстати, есть застройщики, которые аккредитованы в банках, и они получают тоже доход от строительства частных Сейчас домов все под называются ипотеку. То застройщиками есть они, через получается, как каучук. будто не платят никакого сбора. Ага, то есть в ипотеку выгоднее брать все-таки деньги на строительство дома, чем Я на... бы так не сказала. ИЖС, квартиру. получается, того... То есть если застройщик берет проектное финансирование, если у него реализация идет хорошо, если на эскроу счетах денег больше, чем он начинает брать у банка, то у него процентная ставка 0,01. У ИЖС такого нету. Они также теперь по эскроу счетам строят, но банк дает уже под 8-10%. И поэтому такой баснословной прибыли также у ИЖС нету. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться все-таки к окружной администрации и рассмотреть возможность, как я уже неоднократно говорила, по тем выданным градостроительным планам, по которым уже экспертизы пройдены, чтобы строительный комплекс у нас не останавливался, а начинались новые объекты, все-таки рассмотреть возможность выдачи разрешения на строительство. Но мы понимаем, что это напрямую связано с решением, которое у нас сейчас идет судебный прецедент с компанией А112, поэтому в случае проигрыша просим рассмотреть данную возможность. В любом случае исполнять судебное решение мы будем, какое бы оно ни было. Но, как я уже сказал, судебная практика за последние, наверное, уже почти 10 лет сформировалась таким образом, что подобные решения органов местного самоуправления признаются законными. Все решит суд. Ну что ж, спасибо вам, уважаемые гости. Эфир наш подходит к концу. Я так поняла, что сбор это не панацея, но и не приговор, но платить в конечном итоге все равно придется покупателям. С вами была Ирина Ефимова. Это была программа «Якутия в деталях». Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.